В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Изучение генома человека способствует развитию предиктивной медицины как инновационного направления. Главным становится совершенствование дифференциального подхода к профилактике, диагностике и лечению многих заболеваний, которые можно обнаружить с помощью генетического тестирования. Применение метода, основанного на геномике предсказательного подхода, позволяет предупредить развитие болезни. Как это все работает на практике и как это организовать в лечебных учреждениях региона. Гость студии Дмитрий Кривошеев, молекулярный биолог, руководитель образовательных проектов «Генотек». Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Какое место занимает генетическое тестирование в персонализированной медицине России? Для того, чтобы... что такое персонифицированная медицина? Это медицина, которая ориентирована не на просто какого-то среднестатистического человека, а вот для конкретного совершенно пациента. А сколько пациентов, столько и подходов. От чего зависит организм, да, то, как он развивается? Зависит от окружающей среды. В случае с человеком очень значимым фактором окружающей среды является, конечно же, образ жизни. То есть мы сами для себя ключевой фактор окружающей среды. Но при этом очень значительная часть, естественно, зависит от генотипа, от того, что нам досталось от родителей, от наших предков, то есть от того, что заложено в программе ДНК. И именно расшифровка этой информации, она дает очень важный ключ к пониманию того, как мы должны жить, питаться, ну и то, как нас нужно лечить. Чем занимается ваша организация? Компания «Генотек» уже более 10 лет занимается генетическими исследованиями. Наша основная задача – это генетическое тестирование, но это, в общем-то, и главный наш продукт – генетический паспорт, который позволяет, с одной стороны, узнать о своем происхождении, с другой стороны, узнать о каких-то особенностях нашего организма, такие как обмен веществ, предрасположенность к различным заболеваниям и так далее. Вот генетический паспорт, расскажите об этом подробнее. Что это вообще такое? Генетический паспорт – это такой флагманский продукт компании. Компания занимается потребительской генетикой, то есть это генетические исследования не только для институтов, каких-то исследовательских или университетов, с которыми мы, кстати, тоже очень часто активно сотрудничаем, а это именно продукт для простого, обычного человека, который может и хочет больше узнать о себе, в частности, узнать о своей ДНК. Этот паспорт позволяет, с одной стороны, узнать о своем происхождении, то есть этническом составе. Можно, между прочим, узнать еще и о той доле неандертальских генов, которые у вас содержатся. Кроме того, узнать о предрасположенности к различным наследственным заболеваниям, а также к различным многофакторным заболеваниям, таким как инфаркт, инсульт. Всего у нас есть возможность проинформировать более чем о 150 различных болезнях. Ну и кроме того, есть весьма интересная и полезная информация о вашей предрасположенности, например, к различным видам спорта, к различным видам деятельности, особенностям характера и так далее. Но какие заболевания можно диагностировать с помощью генетических тестов? Есть так называемые орфанные заболевания. Да, это заболевания, которые зависят совершенно от конкретной одной точечной мутации. И это очень важно, потому что каждый человек в среднем является носителем одного-двух таких мутаций. Но у нас они никак не проявляются, потому что у нас двойной набор хромосом, да, и вот этот вот поломанный вариант, он компенсируется нормальным рабочим вариантом. Поэтому чаще всего люди и не знают о том, что они являются носителями каких-нибудь опасных болезней. Но это очень важно знать при планировании семьи, потому что если у вашей супруги или у супруга имеется точно такая же поломка в генетическом материале, то с вероятностью определенной может родиться ребенок с достаточно тяжелым заболеванием, и об этом лучше знать, чем не знать, да, и использовать это для планирования. Ну вот, кроме болезней, где еще можно использовать тестирование? Тестирование, вообще, сам продукт генетический тест исторически возник именно для определения происхождения и установления новых родственников. Вот это случилось еще в Америке. Там достаточно известные компании есть такие, как Ancestors и 23andMe, 23 и я, 23 хромосом, потому что. Ну и, собственно, наша компания тоже дает такую возможность. Вы можете узнать про свой этнический состав, узнать процентное соотношение различных этносов. Ну а кроме того, имеется специальный алгоритм, который позволяет найти вам родственников. Насколько сильно предиктивная медицина может изменить ситуацию в лучшую сторону по показателям наиболее часто встречающихся заболеваний?
Это очень важное направление, в котором вообще медицина будет двигаться, потому что те возможности, которые были исчерпаны, так скажем, традиционной медициной, они, собственно говоря, да, завершаются. И сейчас важно переориентироваться на конкретного человека, и в этом плане очень важную роль имеет так называемая фармакогенетика. Да, это как-то не все йогурты одинаково полезны, точно так же не все лекарства одинаково полезны. Некоторые лекарства нужно, вот кому-то они будут помогать, кому-то они наоборот будут вредить, будут иметь большие побочные эффекты, кому-то нужно повысить концентрацию, кому-то понизить, кому-то нужно какую-то комбинацию лекарств выбрать. И все это можно заранее предсказать с помощью как раз генетической информации. И это как раз позволяет делать генетический тест. Вот классический случай какой-нибудь варфарин. Это такой разжижающий кровь препарат, который очень часто, кстати, применялся при лечении ковида. Вот. И врач, если он будет обладать информацией, конечно, сможет более правильно настроить ход лечения, да, и всем от этого будет хорошо. Но если говорить в целом по России, насколько сейчас россияне активно интересуются своей генетикой, как часто к вам обращаются? В последнее время рост интереса к генетическим тестам, он очень большой, и мы видим, как ежегодно происходит увеличение этого самого интереса. Люди сдают его сначала для, просто, так скажем, развлекательных целей, но затем получение этой информации, она действительно заставляет людей задуматься о том, что они делают правильно, неправильно, и изменить подход к питанию, к образу жизни и так далее. Вообще, в принципе, это важный инструмент для выстраивания того, что сейчас стало очень модным, да, здоровый образ жизни. Вот вы сказали о планировании семьи с помощью генетики, да? Вот как часто молодые люди обращаются при создании семьи, проходит тестирование у вас? Есть продукт, который называется генетический паспорт. В нем, собственно, уже заложена возможность получения информации о своих, да, наследственных предрасположенностях. Но если имеются генетические данные от супруга, супруги, то да, наши специалисты могут как раз провести специальную консультацию, которая позволит как раз это выявить. И люди к нам с этим, естественно, обращаются. Но как вы считаете, может ли такое тестирование как-то негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии человека? Может быть, он что-то узнает о себе, то, чего, может быть, ему и не стоило бы знать? Были проведены специальные опросы. Около трети россиян действительно не очень хотели бы знать о результатах своего генетического теста. Для меня, как для ученого, да, это несколько парадоксальная вещь. Я исхожу в своей, например, жизни, да, из того, что лучше знать о чем-то, чем не знать о чем-то. И если у вас какие-то имеются особенности, лучше о них знать, потому что это все-таки не приговор зачастую, да, это не то, что, какая-то безвыходная ситуация. Это все-таки повод задуматься и вовремя откорректировать свое поведение, свои привычки для того, чтобы как раз избежать вот этих подводных камней, которые у каждого заложены в генетической информации, и, соответственно, прожить долго, счастливо и здорово. Допустим, давайте представим ситуацию, молодой пары, да, они планируют семью, выяснилось вдруг при генетическом тестировании, что есть какая-то предрасположенность, да, общие гены, как вы сказали, и это может привести к рождению ребенка с какими-то отклонениями. Это все-таки приговор или как-то это можно изменить? Человек может ли свой ген-код изменить каким-то образом? Генетический код человек не может. Вообще неправильно говорить про генетический код. Генетический код у нас, да, он един вообще у всех живых организмов. Скорее можно говорить, да, об изменении генома. Так вот, геном тоже, своими собственными усилиями поменять нельзя. Для этого нужны различные методы генетического редактирования, генной инженерии. Да, то есть ученые сейчас это делать могут. Сами мы при нашей жизни, да, из того, что уже то, что родилось, то, что выросло, то выросло. А если говорить о предсказательной способности в рождении какого-то ребенка с патологиями, то тут тоже это не до конца приговор в том плане, что есть законы Менделя, да, и это не стопроцентная вероятность, да, есть определенная вероятность рождения такого ребенка, и опять же это лучше знать и лучше на ранних сроках беременности, опять же провести соответствующие исследования для того, чтобы, избежать различных неприятных последствий. Если говорить о стоимости такого тестирования, да, какие цены у нас сейчас в России в среднем хотя бы? Тестирование сейчас стоит около от 10 до 15 тысяч рублей, да, то есть это варьирует, тем более, что есть еще и различные акции, да, когда вы можете приобрести генетический тест
по более низкой стоимости. Можно ли сказать, что генетическим паспортом обладают целые народы? Генетическим... Правильно сказать, что своей собственной, особенной, да, генетической информацией, конечно же, обладают народы. И, в общем-то, поскольку чистых народов уже практически сейчас нет, да, собственно, этнос — это понятие скорее культурное, чем генетическое, да, потому что мы имеем дело все-таки с смешением, миграциями в течение там, сотен лет. И в этом плане как раз практически каждый клиент нашей компании, да и других генетических компаний, он обнаруживает, да, что у него геном представляет собой такую интересную комбинацию из различного процентного соотношения различных этносов. А если такое, что, например, какому-то отдельному народу или этносу присутствуют какие-то генетические специальные, ну, такие заболевания, редкие, может быть, какие-то? Действительно, есть народы, для которых характерна была изоляция, ну, это как вот на островах, условно говоря, кто-нибудь живет, да, и долгое время ни с кем не скрещивается. То же самое и с этносами, которые долгое время пребывают в изоляции. У них накапливаются некоторые, в том числе и вредные мутации, да, и циркулируют. Генетика, она же как наука не стоит на месте. Какие сейчас направления развиваются очень активно? Что ждет нас всех в будущем? Ну, генетика, да, это, наверное, одно из самых бурно развивающихся направлений. И там, если 20 век был веком физики, ядерной физики, то 21 век — это век как раз генетики, биотехнологий. Сейчас очень интересно развивается направление, которое называется эпигенетика, да, потому что у нас есть генетический материал, но он в разных условиях может по-разному работать, да и, собственно, в каждой клетке он тоже работает по-разному. Вот, и этим как раз занимается эпигенетика. Кроме того, действительно сейчас развиваются такие прикладные направления, как геномное редактирование, генная инженерия, которые позволяют не просто, да, вот, читать какую-то генетическую информацию, но и каким-то образом эти генетические тексты изменять, редактировать, да, что-то вырезать, что-то вставлять и так далее. То есть появится возможность вмешиваться в генетику человека? В геном. На данный момент чисто технически мы очень легко вмешиваемся в генетику животных, растений, бактерий. Да, и те технологии, которые для них разработаны, они, в общем-то, подходят и для человека. Другой вопрос, что должны быть решены еще определенные юридические, этические, моральные вопросы. Вот, и они на самом деле сейчас являются скорее вот таким ограничивающим фактором. А технологически, в принципе, все уже готово. Хорошо, Дмитрий Михайлович, ну, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Ну и как прилетите к нам еще раз в гости, ждем к нам в студию. Да, спасибо большое за теплый прием. Спасибо. Вы смотрели «Актуальное интервью», оставайтесь на нашем канале.